вместо того, чтобы делать уроки... Отвяжись, а то выключу. Ну, ладно, ладно. Дневник ученика 5 класса А. Перестуки на Вите. Посмотрим, что там задали по арифметике. Много ты понимаешь, а ну брысь. Ребята, которым на дом задают задачи... Выключу. 3 землекопа вырыли траншею в 36 погонных метров за 2 дня. Понятно. Сколько потребуется землекопов? Простая задача. Помножим землекопов. Нет, лучше разделим их на дни. Получилось ерунда. Ну, зато теперь можно отдыхать. Задача решена, ура! Землекопа 1,5. Отдыхать теперь пора. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А тебе какое дело? У мальчика нет никакого характера. Ой, а где же его взять, если нет? Характер надо воспитывать. Настоящий мальчик должен иметь волю, презирать опасности, бороться с трудностями. Я бы презирал, я бы боролся. Да только где их взять трудности-то? Где их взять-то? А вот для начала сделай уроки, приведи в порядок учебники. Ха-ха, учебники! Да я ненавижу все эти учебники, пропади пропадом! Мама! Кто вы? Он даже не узнает нас. Рисует на нас чертиков. Плохо учится? Понятно. Вы мои учебники. Привет. Что вам от меня надо? Как раз сегодня я приготовил уроки. Приготовил? Не повторил безударные гласные. Неправильно решил задачу. Подумаешь, проживу и без ударных гласных. И задачи решать мне не к чему. Я буду путешественником. Жаркие страны там всякие. Мальчика надо спасать. А не отправить ли нам его в страну невыученных уроков? А там есть трудности? Еще какие? А опасности? Сколько угодно. Прекрасно. Слушай условия задачи. От Голубого озера до Дворца грамматики 12 километров. Идти будешь со скоростью 3 километра в час. Там ты встретишь трудности и опасности. Высчитай, сколько часов потребуется тебе на дорогу. Не справишься с трудностями, опоздаешь навсегда. Останешься в стране невыученных уроков. Ничего, справлюсь. Мяу, и я с тобой, Витя. Кузя, ой, да ты русским голосом заговорил. Да. Вот здорово. Раз, два. Стойте! Вот тебе карта страны невыученных уроков. Пригодится. 3. Приехали. Интересно, водятся ли здесь мыши? Арбузы? Ну, я же говорил, что арбузы растут на дереве, а? Так. Первым делом сориентируемся на местности, а? Так. И вот так. Ну, вот озеро. А вот дворец грамматики. Так, понятно. 12 километров. Сложи 12 и 3. Чего сложи? Надо подумать.
Разве ты думаешь, когда решаешь задачки? А ну, брысь! Мы должны дойти до дворца грамматики за 4 часа. Спасибо! Только еще час! Выкупаться успею! Ух, какая жарища. Какое пекло! Этот бездельник Перестукин брякнул, что белые медведи живут на юге. Эй, мальчишка, покажи мне, где север. Там, наверное, там, где восходит солнце. Мышей здесь нет. Ничего, зрелый. Зато водятся медведи. Это очень опасно. А ты заметил, как мы преодолели первую опасность? Хорошо. Ну, пора идти. Споем? Споем! Мы весело шагаем, не страшно нам вдвоем. Опасность презираем, на трудности плюем. Так скучно за партой уроки зубрить. Весело с галной по свету бродить. Кузя, смотри! Ой, а когда я сказал на уроке, что на хлебном дереве растут булочки, все засмеялись, даже двойку влепили. За правду всегда страдают. Ой, Кто такие? мы путешественники. А что вы собираетесь делать? Ничего особенного. Я просто съем вас. Вначале тебя, а потом кота. Ой, что вы, коровы не едят детей. Да-да-да, это все знают. Нет, не все. Например, Ника Перестукин сказал на уроке, что корова плотоядное животное. Всем известно, что плотоядные это хищники. Вот поэтому я тут всех мелких зверюшек съела. Понятно? Ой, ну и полегче там. Безобразие! Корову едят мальчишек! Поймать бы этого Перестукина! Ой! Корова, ты же должна есть траву. Фигушки, я плотоядная! Хищник! Не-не-не, ты фруктоядная и сеноядная. Не-не-не, ты травоядная. Конечно, травоядная! Травушка, муравушка зелененькая! Ой, значит, ты не будешь нас есть? А я еще не сошла с ума. Ого, 3 часа. Вперед! Я устал. Я пить хочу. Терпи, мы должны воспитывать силу воли. Газировка! Не тронь, у меня ни копейки. Мы продаем воду не за деньги, а за правильные ответы. 4 × 9. Кажется, 46.
Ой, спросите что-нибудь полегче, а? Что даже лодырям известно. 2 × 2. 4! Это даже котам известно. Ответ положительный. Красота! Ноги! А где все остальное? Не трамвай ли его переехал? Его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось 1,5 землекопа. Вот, полюбуйся. Да это же твоя тетрадь. Дайте я попробую решить правильно. Так, первый вопрос. Сколько... Опоздаем. А ну, брысь! Сколько выроет один землекоп? 7 × 7. 49. Потребуется 2 землекопа. Слава великому математику! Позор Виктору Перестукину! А, 4 часа! Бежим! А ты заметил, что я сам решил задачу? Подумал и решил. Оказывается, это очень приятно. Все равно, что забить гол. Стой! Куда? Откройте! Мы очень спешим. Сможешь открыть? Ой, не поворачивается. Ставь правильно буквы. Ключи повернется. Ой, вспомню-ка правило. Склонение существительных во множественном числе. Не подходит. Правописание О и Е после шипящих. Не подходит. А правописание суффиксов ек и ик. Ага. Ну-ка, надо писать в суффиксе ек, если при склонении гласный звук выпадает. И ик, если и выпадает. Ой, так вот это подходит. Значит так, именительный замочек, родительный нет чего, замочка, а не гласный выпадает. О, пожалуйте, гласный упала, пишется суффикс ек. Именительный ключик, родительный ключика. Если гласное не выпадает, пишется ик. Ах ты, ключик, ключик, ик, терек, 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 ключик, чик, терек, терек. Чудесно, прелестно. Ура! Кто это? Дед Мороз, что ли? Что ты? Да это же его величество, глагол повелительного наклонения. Виктор Перестукин? Ага, Какие у тебя отметки? разные там. Внести документы Перестукина. Перевернуть. Перевернуть.
Виктор Перестукин обнаружил страшное невежество. Объявите приговор. Приговор по делу Виктора Перестукина. Казнить нельзя помиловать. Казнить? Меня? За что? А за невежество, лень и незнание родного языка. Но если ты правильно поставишь запятую, будешь спасен. Не поставит. Он еще ни разу в жизни не поставил меня на свое место. Куда ставить запятую? Не подсказывать. Что же мне делать? Думай, рассуждай. Ой, пробую. Если я поставлю запятую после слова «казнить», то получится. Казнить нельзя помиловать. Думай, думай, шевели мозгами-то. А если поставить после «казнить» нельзя, то получается казнить нельзя. Помиловать. Ура! Помиловать! Теперь понял, какую роль может сыграть запятая? Ой, 5 часов. Слушаю вас. Ваше Величество, что Перестукин все трудности преодолел? Да-да, все преодолел. Это арифметика. Ну, а теперь, Витя, домой. Ага. Да. 1, 2, 3. А дома-то лучше. Правда, Кузя? Больше ты не будешь со мной разговаривать. Задачу решаешь? И сколько у тебя получается? 2 землекопа. 2. Теперь я знаю. Знаешь. А сколько будет 7 9? 7 и 9, кажется, 78. Ай-яй-яй-яй. Я выучу. Честное слово, выучу.